Bayram hayırlı olsun kızlar. Hayır olsun! Ben size isterim söyleyeyim sağ olun. Несмотря на слякоть и грязь в этом году, жители Буджака все же сохраняют традиции своих народов, которые передаются им из поколения в поколение. В день святого великомученика Василия, который отмечается 14 января, Новый год по старому стилю, в первой половине дня самые маленькие представители нашего общества выполняют народную традицию Буджака – сувраки. Съемочная группа телеканала АТВ побывала в селе Кирцево Камрадского района и засняла эту новогоднюю народную традицию. Мы с нетерпением ждали его, ходили, всех поздравляли с праздником, желали счастья, здоровья и любви, что когда наступит весна, чтобы у всех был урожай. Этот праздник для меня очень многое значит. Я его жду очень давно. Мне он очень нравится. Я тоже не с терпением жду этот праздник. И наши родители тоже шли петь сурваки. И мы соблюдаем, как и они. Малыши, в основном девочки, ходят группами, украшенными веточками яблони или груши, обмотанные новогодней гирляндой с разноцветными цветочками. Они заходят в каждый дом, к соседям, к своим родственникам, знакомым, бабушкам и дедушкам, чтобы поздравить всех с наступившим Новым годом и чтобы пожелать хозяевам благополучия в их домах. Мы ждали этот праздник с нетерпением и поздравляли всех людей с праздником и родственников. И хотим им пожелать здоровья и счастья. И родителям, и учителям, которые учат нас, за то, что они дают нам знания. Хозяева одаривают детей сладостями, носовыми платками и мелкой монетой. В основе данного обычая заложена вера в магическую силу свежесорванных веток, говорят каледующие. А во второй день Нового года, 15 января, гагаузы отмечают как праздник скотоводческий – Хайваннарын гюнü. В этот день принято у жителей Буджака угощать вином гостей во здравие домашнего скота. А вообще Новый год по старому стилю на юге страны отмечается 3 дня.